Поэтому давайте начнем. Наша первая выступающая Кристина из спецотряда «Шемиш» с докладом «Голокост». Всем привет, меня зовут Кристина. И знаете, на просторах интернета вы могли столкнуться с таким проектом, либо не столкнуться. Голокост. Что вообще такое этот проект и что он из себя представляет? Это проект, название которого произошло от двух слов. Это слово «Холокост» и сленга или хэштега YOLO, что означает «You only live once». То есть мы живем лишь только раз. По этому хэштегу в сети очень много фотографий, где люди смеются, радуются. И если их посмотреть, то можно и увидеть такие же жизнерадостные фотографии на одном из мемориалов. Это мемориал жертвам Холокоста в Берлине. И этой темой заинтересовался израильский сатирик Шахак Шапира. И он отобрал 12 селфи различных людей из их аккаунтов в Instagram с их подписями, создал сайт, который называется Голокост, и выложил эти фотографии туда. Мы можем увидеть, что он подставляет на фотографию оригинал, подставляет фотографию из концентрационного лагеря. Таким образом, пытаясь доказать людям, что мемориалы, памятники — это не самое лучшее место для жизнерадостных фотографий. И именно об этом я хочу поговорить с вами. В интернете, в жизни ведется очень много дискуссий на тему того, можно ли делать фотографии с памятниками, нельзя ли, уместно, неуместно, морально, аморально. И да, это личное дело каждого из нас. Но сегодня я хочу высказать таких две точки зрения, которые, возможно, иногда борются у меня. Первая точка зрения — это что действительно Холокост — это очень большая трагедия не только для еврейского народа, но и для всего мира в целом. И, возможно, это действительно неправильно делать фотографии на тех местах, которые посвящены жертвам этого события. Но с другой стороны, мы живем сейчас в 21 веке, на дворе 2017 год. Возможно, стоит оставить в прошлом все эти слезы и страдания о Холокосте и научиться воспринимать это более легко. Но, опять же, это вопрос для каждого, уместно ли это для него лично или нет. Возможно, через какое-то время мы точно так же забудем о Второй мировой войне, либо не забудем, но начнем относиться к этому действительно проще. Вспомним Первую мировую. Что, кто-то сейчас плачет о Первой мировой? Нет. То же самое может случиться и со Второй мировой. Потому что время движется вперед, и поколения тоже вырастают. И мы не можем судить нынешнее поколение за то, что они не воспринимают проблему Холокоста и вообще любой другой трагедии, как это воспринимают более старые поколения. И действительно, вот этот сайт, этот проект Шахака Шапира действительно вызвал вообще резонанс в обществе. Подключились и политики, и СМИ, и всевозможные люди, и в интернете кто-то писал, что да, эти люди действительно тупые, они не понимают, где они делают фотографии. Кто-то писал, что мы же не можем их осуждать за это их личное дело. И высказалась одна женщина, это представитель организации, которая подготавливает людей к поездке в Освенцим и различные концентрационные лагеря. На что она сказала: да, проект действительно очень мощный, эти фотографии показывают весь тот ужас. Но с другой стороны, мы не можем судить нынешнее поколение за то, что они не пропускают эту историю через себя. Также мы можем взять различных туристов. Есть туристы-евреи, как и мы все, и евреи пропускают эту историю через себя, потому что это то, с чем столкнулись наши предки. Мы это не пережили, но мы всегда это пропускаем через себя, потому что это до сих пор тема, которая очень нам болит. Но остальные туристы не еврейской национальности, они не всегда пропускают это через себя, и они не обязаны это пропускать через себя. И почему, если это не устраивает нас, это должно не устраивать и их в том числе?
Ведь, как я уже сказала, на дворе 21 век, у всех свои ценности, у всех свое мнение на все. И, например, тот же архитектор этого монумента в Берлине, мемориала, он сказал, что я считаю этот проект отвратительным. Я создал этот мемориал для того, чтобы, да, люди помнили, но не для того, чтобы они страдали. И под этим мемориалом не похоронены люди, так почему все должны ходить и плакать? Они могут улыбаться, смеяться, прыгать и фотографироваться, это их личное дело. Кто-то говорил, что да, это неправильно, как они вообще имеют на это право. И этой всей информации я хочу, чтобы вы ее послушали и задумались каждый для себя. Это для вас уместно или неуместно? И задумались не только о том, что да, это неуместно, это неправильно, но и о том, что время движется вперед, и, возможно, к чему-то стоит относиться проще, либо нет. Это решаете полностью вы сами. И да, я хочу, чтобы вы посмотрели, обратили внимание на эти фотографии. Возможно, они помогут вам принять решение, задуматься о чем-то. Возможно, кто-то из вас делает фотографии на каких-то мемориалах, либо не делает. Просто вот хочу, чтобы вы на это посмотрели. Спасибо за внимание.